С вашего позволения, разрешите представить кандидатов сегодняшнего президиума. Вот. Это Далай Кулюндеев, Шашиналиев Аликен и Голошбекова Тамара. Также представляю вашему вниманию кандидатов счетной комиссии. Это Бахтыбеков Жандос и Алибаев Нурбек. Приступить к официальному открытию съезда. Приветственное слово предоставляется председателю партии господину Джуншалиеву Рустаму. Приветствую вас всех. Баарыңарды ушул биздин экинчи съездге келишиңизде чын жүрөктөн куттуктайм жана рахмат айтмакмын. Ушул биздин экинчи съезди келип колдоп ушул жерде биз менен болуп атканыңыздарга. Бизде азыр бул жерде ар улуттун өкүлдөрү отурат. Мен ошого байланыштуу официалдуу биздин Кыргыз мамлекети официалдуу болгон тилибиз менен кайрылуу жасап коеюн. Политическая партия является историческим сложившимся институтом гражданского общества, который играет роль связующего звена между обществом и властью. Партия вырабатывает и аккумулирует политическую волю граждан и преобразует ее в решение действий государственных органов. Развитие многопартийной системы необходимо условия политического равенства и реальная демократия. Партия как носитель идеологии плюс избирательная машина основана на непосредственно постоянной работе с избирателями. За годы политического партийного строительства приходится признать, что политические партии, не исходя из классического критерия партийного строительства, в Кыргызстане нет. На выборы в массовом порядке привлекаются рекламные пиар-агентства, партийные структуры состоят из платных лидеров, с меркантильными интересами лоббирования служат на подхвате. В Кыргызстане рекламные агентства используют рекламу и привлекают платных агитаторов. Наемники рекламы дают массовые разочарования. Наша цель партии АРУЭЛь – создание полноценной партии субъекта публичной политики. Организация способна аккумулировать реальную поддержку избирателей и проводить выборные органы, власть своих представителей на свободных выборах в конкурентной борьбе. Главным лицом партии является партийный активист, работающий в контакте с избирателями. Постоянно построить партию значит охватить сетью активистов всю страну. Для чего необходимо четко сформулировать партийную идеологию, отражающую существенные стереотипы массового сознания, побуждающую присоединение к партии, участвовать в ее деятельности. Наша идеология – объединение экономического многополярности с идеей сильного государства, защищающего наивные интересы, независимая страна, социальная справедливость, свобода и демократия, сильная местная власть, отсутствие дискриминации женщин и экономическая независимость. Мы демократическая сила, выступающая за то, чтобы Кыргызстан был независимым, свободен и богат, чтобы торжествовала социальная справедливость, и мы жили не хуже, чем самые развитые страны мира. Это наша страна, это наша земля. И мы понимаем, что развитию нашей страны и его благосостоянию нужна наша активность, наш опыт и профессионализм. Бессмысленно бороться за гражданские и юридические права, бессмысленно кричать о свободе, если ты лентяй и мыслишь как раб. Мы продолжаем работу во имя прогресса и созидания, который никогда не дается легко, но это будет невозможно, если мы не будем трудиться. Никогда не останавливаться, двигаться вперед. Мы должны сделать завтрашний мир лучше, счастливее. Сегодня мы вас приглашаем на созидание. Спасибо. Спасибо. Тогда мы посмотрим наш ролик. Сизге жолдой турган биздин жөнөкөй сурообуз бар. Алгач сизге берилген мамлекетте сиз жашабай каларыңызга ишенесизби? Сиз кыялыңыздагы өлкөдө жашап каласыз. Ар бир убакытты текке кетирбей. Келечекке кенен көз чаптырып, ал мүмкүнчүлүктү көрө билишиңиз керек. Кеңир ойлонуп, баштаптуу кыялданыңыз. Ал үчүн аз-аздан кадам таштоо жетиштүү. Улуу иштерди жасоо үчүн ыңгайлуу учур эч убакта болбойт. Бир ишти аткаруу үчүн идеалдуу учурду күтүп отура бере турган болсок,
ал эч убакта келбейт. Билесизби, биз эмне кылышыбыз керек? Биз өзүбүз ыңгайлуу учурду, ыңгайлуу убакытты, ыңгайлуу мүмкүнчүлүктү жана ыңгайлуу кырдаалды түзүшүбүз керек. Жаңы жаш лидерлердин катарына кошулуңуз. Өлкөбүздүн келечегин бирге куралы. Для подробного ознакомления приглашаю одну из активных членов партии Назиру Бабашеву для ознакомления с программой партии. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники, члены политической партии АРУЭЛЬ. Мы рады приветствовать вас сегодня на сегодняшнем нашем съезде. Я хотела бы представить вашему вниманию политическую платформу. Значит, АРУЭЛЬ была создана для выхода из нынешней ситуации, возникшей во всех сферах нашей деятельности. Чтобы осуществить преобразование, мы решили сформировать новую молодежную динамичную кампанию, партию современного Кыргызстана, основанную не вокруг отдельной личности, а вокруг общества, основанное на идее нравственных принципов и созидания, и как активный процесс развития, совершенствования и самореализации нашей страны. Наша цель – преобразование страны путем нравственного самоочищения общества от самоуничтожения как общества, так и государства в целом. И мы хотели бы представить вашему вниманию два ролика. Первый – это коротко о партии, и второй – это путь к созиданию. С момента обретения независимости Кыргызстан прошел неоднозначный и тернистый путь. Испытание кризисом показало, что Кыргызстан, как суверенное государство, состоялся. Дальнейшее сохранение существующей модели управления без ее модернизации может тормозить дальнейшее развитие страны, привести ее к упадку и отбросить на обочину цивилизованного пути развития. Именно поэтому мы, партия АРУЭЛЬ, твердо уверены, что стране необходимы перемены. Требуется новая расстановка акцентов, более глубокое раскрытие наших целей и определение четкой этнической и правовой опоры для построения основ обновленного Кыргызстана. В целях решения проблем общества партия АРУЭЛЬ выбирает свой, собственный путь в будущее – путь созидания. Такой путь исходит из наших приоритетов не возврата к прошлому, а присоединения к развитому миру, культурного многообразия, свято сохраняя и приумножая вековые традиции и духовные ценности народа Кыргызстана. Мы считаем, что человек, граждане Кыргызстана, это главный капитал нашего общества и государства. Наши ценности – суверенность и целостность страны, духовные, моральные и нравственные ценности, единство и созидание, институт семьи, здоровье нации, культура и исторические богатства, природа. Основные цели – создать доступную и качественную систему образования, повышение демографического роста, продвижение молодежной политики, доступное жилье, качественное здравоохранение, индустриально-инновационное развитие, эффективное сельское хозяйство и продовольственная безопасность страны, развитие малого и среднего бизнеса, благоприятная среда для инвестиций, борьба с экономической коррупцией и должностными преступлениями, модернизация системы управления государственного строя, правовая защита и безопасность граждан. Преследуя эти цели, мы понимаем глубину политических, экономических и социальных различий между передовыми странами и Кыргызстаном, но имеем воображение и основания, чтобы полагать, что политическая партия Созидателей АРУЭЛЬ может достичь модернизации, продвигаясь в будущее новым путем созидания. Сейчас мы бы хотели
хотели задать, чтобы вы каждый из вас задали себе вопрос, что является основным капиталом любого государства и общества. Я думаю, уже на основании ролика вы ответите правильно, что главный капитал общества и любого государства – это человек. Потому что человек без увеличения и развития человеческого капитала невозможно развитие общества и государства в целом. И поэтому мы считаем, что финансирование отраслей социальной инфраструктуры является основным инвестициями и наиболее ценным ресурс производства, качество которого зависит будущее от страны. Отсюда исходят идеалы и ценности любого государства. Равные для всех права и свобода, благополучие семьи, солидарность поколений, патриотизм, национальное единство, социальная стабильность, социальная безопасность и демократия участия. Основными целевыми параметрами социальной политики преимущественно для нашей компании явилось увеличение в два раза доли оплаты труда наемных работников, преодоление вынужденной безработицы, в особенности среди женщин и молодежи, повышение качества услуг здравоохранения, культуры, отдыха и образования, поддержка семьи, материнства и детства, ликвидация бедности, развитие городов и регионов, принятие социальных программ по поддержке сельского населения, жителей зон социального бедствия, прекращение коммерциализации отраслей социальной инфраструктуры, обеспечение доступности высшего и профессионального образования, пенсии на уровне мировых стандартов, создание достойных условий жизни и доступное жилье, качественное здравоохранение, создать доступную и качественную систему образования, защита материнства и детства. Основными целевыми параметрами социальной политики также являются стабильность на основе национального единства, здоровая окружающая среда – это здоровая нация, индустриальное и инновационное развитие – прорыв будущего, эффективное сельское хозяйство, являющееся гарантией продовольственной безопасности, а также искоренение коррупции, защитить малый и средний бизнес. Ну и, конечно, правовая защита, безопасность граждан Кыргызстана. В связи с этим мы разработали некоторые параметры пути до достижения этого. Значит, необходимо сначала разработать и законодательно утвердить социальные стандарты качества жизни, принять пакеты социальных законов, гарантирующих в полном объеме соблюдения социальных гарантий государства в социальной сфере, законодательно усилить защиту прав наемных работников, а также ввести дополнительные кодексы в Кодекс законов о труде. Остановить роль государства в формировании приоритетного развития человеческого потенциала и обеспечить экономическую доступность услуг образования. Создать банк ипотечного кредитования с участием государственного капитала и снизить ставку по ипотечным кредитам. Развить строительство арендного жилья, создать законодательную базу инвестиций средств в пенсионный фонд, жилищное строительство, а также привлечение в этой цели различных инвестиций в нашу структуру. Конечно, мы понимаем, чтобы преследовать эти цели и глубину политических и экономических социальных различий между передовыми странами и Кыргызстаном, но мы имеем воображение и основания, чтобы полагать, что Кыргызстан может достичь модернизации, продвигаясь в будущее новым путем созидания, сохраняя старое, созидать новое. Каждый из нас управляет государством. Может быть, кто-то это делает плохо, может быть, кто-то это хорошо. Камень на дороге лежащий, она управляет повозкой. Ребенок, который не умеет разговаривать, управляет родителями. Ну и не стыдно управлять сегодня страной, стыдно делать это плохо. И сегодня многие уже говорят, чтобы построить что-то новое, нужно делать это на руинах старого. И мы, сегодняшняя молодежь, политическая партия «Агулель» призывает нас на созидание. Так, дальше я хотела бы ознакомить вас с нашими приоритетами. Так, и у нас здесь небольшой ролик.
политической платформе. Блок «Моя семья» представит вам круговым Хазы Алтынай. Добрый день всем, очень рада всех видеть. Ключевое звено и ключевой, как сказать, краеугольный камень любого общества – это семья. Основным показателем цельного и собранного и созидательного общества является институт семьи. Сохранение традиций единичности брака, сформированных сознательно граждан, подготовка платформы, основанной на любви, взаимопонимании и уважении личности друг к другу – это тот эталон, к которому стремится любое развитое объединение. Укрепление родственных связей – одна из основ толерантности в самом лучшем и самом чистом ее виде. Многочисленные генетические древа – это яркий пример терпимости и человеколюбия, несмотря на некие особенности каждой личности по отдельности. Только научившись вести диалог на межличностном и индивидуальном уровне, можно говорить о каком-то диалоге на уровне нации и государства. Первая цель – это укрепление института семьи и семейных ценностей. Второе – это социальное развитие личности, патриотическое воспитание через институт семьи. То есть очень многие из нас надеются на то, что патриотизм будет прививаться в детском саду или в школе, или где-нибудь в более высшем учебном заведении. Но сейчас новые современные техники говорят о том, что восприятие ребенка наиболее активно, самый максимальный процент восприятия до 3 лет. Соответственно, воспитать патриотизм можно, истоки патриотизма заложить можно только в семье. Третья цель – это формирование общественного мнения, высокой значимости семьи и семейного воспитания, профилактика и преодоление социального сиротства, профилактика социального поведения и правонарушений в детско-подростковой среде через институт семьи, стимулирование программ укрепления и развития молодой семьи. На продвижение проекта подобного характера у нас есть свои веские предпосылки, и вот я попрошу сейчас внимание на экран. Я сейчас хочу обратить внимание на те цифры, которые вы видели крупным планом. Да, это 10 тысяч беспризорных детей, 50% работающих детей, из которых также половина не посещает школу. И каждый третий ребенок растет в бедности. Я сейчас хочу, чтобы каждый из нас задумался о том, что каждый из этих детей – это наше с вами будущее. Потому что этот ребенок завтра вырастет, скорее всего, ему представится возможность принимать глобальные решения, и он будет определять наши с вами уже условия жизни. Таким образом, мы можем заново создать идеологию нового поколения. И создав идеологию нового поколения, можно ожидать формирования обновленного института семьи и общества в целом. А за обновленным институтом семьи и общества, соответственно, и вся обновленная структура страны. Спасибо за внимание.
настал момент, уважаемые участники съезда, назначить уполномоченных представителей партии сроком на 1 год. Вашему вниманию предлагается знакомство с кандидатами политсовета и координаторов партии в регионах. Это Джумишалиев Рустам, Айтматов Бурзабеков Фурмат, Бабашева Назира, Айтматов Асылбек, Көбөгөн Кызалтынай, Айчиев Айбек, Шашналиев Аликен, Кульминдеев Талай, Бараканов Бектур и Отумчиев Талай. Прошу присутствующих проголосовать. Далее вашему вниманию избрание исполнительного комитета партии. Такадыров Руслан, Райбек Джудубаев и Борубаев Василий. Партия АВЛ выступает за сохранение и приумножение наследия нашего народа, за стабильность и развитие всех сфер жизни общества. И наряду с этим мы предлагаем вам просмотр видео. Реальность, к которой ты привык, больше не существует. Экономический кризис привел к всплеску безработицы среди молодых специалистов, лишив возможности планировать свою жизнь, строить семью, приобретать жилье и личный транспорт. Из-за несоответствия полученных знаний потребностям бизнеса, работодатели закрывают двери перед выпускниками вузов, подбирая специалистов исключительно с ключевыми компетенциями. Работы в традиционных отраслях становится меньше, и конкурировать за нее приходится не только с иностранцами, но и с роботами и бактериями, которые выполняют те же функции, только дешевле, качественней и без перерывов на обед. Жертвой прогресса стал не только пейджер, но и крупные корпорации, повсеместно объявляющие о банкротстве. И иммунитета нет ни у кого. И финансовый запас не является защитой. Инфляция пожирает накопления, а банковская система трещит по швам, заливая экономику необеспеченными деньгами. Время долгосрочной стабильности истекло, и даже знания имеют срок годности. Вовремя не реализовавшись, они скисают и становятся бесполезными. Но мир меняет воображение, настойчивость и быстрота. Компании, которых не существовало несколько лет назад, оцениваются в сотни миллионов долларов. Молодые режиссеры снимают коммерчески успешные фильмы, производство которых финансируют тысячи пользователей интернета. Неизвестные музыкальные исполнители взбираются на вершины чартов за несколько суток. На политическом Олимпе вспыхивают новые звезды, организовывая волнения, перевороты и революции. А школьники и студенты становятся миллионерами, младшие из которых зарабатывают первый миллион в 14 лет. Информационные технологии открыли новые возможности для обогащения. Так каждый пятый представитель из 50 богатейших людей планеты сколотил свой капитал на интеллектуальных рынках. Компании, транспортирующие биты, оцениваются дороже сырьевых гигантов. А какая компания возглавит рейтинги через 10 лет? Скорее всего, сегодня ее еще не существует. И основать ее может каждый, независимо от пола, возраста и происхождения. Будущее не написано, его нельзя предсказать, его можно создать. И создают его люди будущего. Прямо сегодня, именно сейчас. Ты можешь недооценивать масштаб нарастающих перемен, но осознай их. Думаешь начать с понедельника, и мир притормозит, чтобы дать тебе возможность оглядеться? Ха-ха-ха-ха. Варианта 2. Быть причиной изменений или пассивно наблюдать за ними со стороны. Решать тебе. Но помни, отказ от выбора – это тоже выбор. По нашей платформе, по образованию, и не просто образованию, а наличие со временем, инновационное, новое образование. А более подробно познакомит нас наш участник, наш член партии, это Айтматов Асылбек. Спасибо всем. Я хочу вам рассказать про инновационное образование или инновационное обучение. Такое обучение сейчас очень распространено в других странах, но для определенных людей. То есть кто старается, кто хочет делать, для них это открыто. Так как наша партия именно вот работает и в этом плане, мы сейчас не планируем, допустим, какое-то это внедрение или это государственное. Мы хотим на наших участниках именно как бы не протестировать, если даже, а именно обучить. То есть вместе с вами мы тоже будем учиться. Мы долго собирали разную информацию, разные материалы для обучения. Мы
скоро запускаем сайт, где будем пошагово обучать людей, в том числе членов наших партий, новыми инновационными способами. Основа ВВП, основа не ВВП, валовый внутренний продукт, да, а развитие человеческого потенциала. Это, оказывается, составляющая именно государства, когда основные роли играют это продолжительность жизни, потом идет уровень образования, а не ВВП. Все мы надеемся, что вот говорили, вот ВВП, деньги наши главные, это да, в государстве, а нет, оказывается, уровень образования людей. То есть чем оно будет выше, тем государство будет быстрее развиваться. Так, краудсорсинг, то есть чем больше образованных людей мы можем совместно, краудсорсинг это решение каких-то проблем совместными усилиями. Так, образовательный маркетинг это люди научились обучать других и то есть на этом могут потом зарабатывать деньги. Есть некоторые страны, которые вот предоставлением образовательных услуг, они зарабатывают или пополняют даже вот долю ВВП очень большую именно. Если мы хотим изменить политику или экономику, мы должны изменить образование. Спасибо, Суды. Очень занимательная платформа. Как раз вот по этой теме очень плотно работаем тоже. Вот мы подготовили как раз на этот счет вот именно инвестиционный сайт, где мы будем помогать населению непосредственно выходить на самих инвесторов, непосредственно с ними общаться. Мы делаем эту площадку, этот плацдарм специально для бизнесменов, для предпринимателей, для простого населения, которые могут привлечь, подготовившись, презентовать, допустим, да, могут привлечь на свои проекты инвестиции. И мы, конечно, в этом будем помогать всем, кому необходима наша помощь. Конечно, мы ведем переговоры. Вот первый форум, когда проходил у нас, инвесторы со стран ЕС очень изъявили желание посетить нашу страну летом этого года в большем количестве, и мы их ожидаем этим летом. Мы ведем переговоры с Российской Федерацией. Спасибо за внимание. официальный экинчи тилибиз болсо да ошол менен түшүндүрүп атканыңызга балдарды туура түшүндүңүздөр. Биринчи жолу эл астында выступать этүүдө. Биз ошол 2015-жылкы парламенттик шайлоолорго чыгабыз баардыгыбызга максат коюп атабыз. Саясий партия болгондо байланыштуу саясий партиянын негизги максаты бул бийлик да. Ошол бул чоң колдоо, чоң бир инструмент болуп эсептелет. Ошол биз жаңы уюшуп жасап аткан иштерибизди бир чоң масштабдуу түрдө жасаш үчүн булга инструмент керек. Ошол инструментибиз бул бийлик да. Чоң бир мамлекеттик махинаны ошо бир жакшы бир жакка бурсак, ошо элибиздин мамлекетибиздин жагдайын оңдосок деген негизде биз азыр ушул 2015 күздө кайсы убакта боло турган ушу шайлоого чыгабыз деп жатабыз да. Алдыга койгон максаттарыбыз шайлоодо бул эң биринчиден кириш керек да. Жаштарды азыркы болуп турган политэлитаны алмаштыралы, эволюционный методдон алмаштыралы деп атабыз да. Элибиздин аң сезимин өзгөртөлү. Элибиздин аң сезими өзгөрмөйүнчө биз ашмат болобу, бул эч жакка биз жылыш болбойт да. Ошон үчүн биз эң биринчиден ушу элибиздин аң сезимин жакшы жакка оңдоп, элибиз жакшы жакта кабыл ала турган болсо, биз ошондо көп ийгиликтерге жетебиз деп ишенип кете алабыз да. Ошон үчүн 2015-жылкы шайлоого болгон сунуштар болсо, биз менен биргеликте ошол шайлоого чыгабыз дегендер болсо, биз баарына эшигибиз ачык. Жана бул жерде приоритетно эмес, чтобы биз ар элдин желегинин астында чыгабыз деп. Биз 2015-жылкы боло турган шайлоодо ошол политэлитаны алмаштыралы. Анткени алардын
23 жылдан бери жүргүзүп аткан саясаты программасы бул эскерди деп биз эсептейбиз. Бул жалпы ушу биздин партиянын алдыңкы максаттарынын бири, алардын программасын өзгөртүш керек. Жаңы адамдар келмейинче биз ушул туңгуюкта тура беребиз деп биз эсептейбиз да. Ошон үчүн ар бириңиздерден өтүнөт элек, азыр сунуштар болсо, ойлор болсо айтсаңыздар, биз ошол аркылуу талкуу кылып, анан ошол менен бүгүнкү съезди жыйынтыктасак деп атканбыз да. Благодарю вас, друзья. Буду говорить по-русски сегодня, кыргызский мой еще пока хромает. Но прежде всего спасибо за огромную честь. Я совершенно не готовилась к сегодняшнему выступлению или разговору. Это полнейшая для меня неожиданность. Но все же накопившиеся есть мысли, есть соображения. Прежде всего, почему каждый из нас собрался здесь, вот в этом зале, сейчас в свой выходной день. Наверное, наступил момент, когда мы поняли, что если мы не займемся политикой, будет хуже, будет много хуже. Что каждый из нас может сделать для этой страны, для нашей Родины? Пусть малое, пусть час в день, пусть минутку, но эта минутка должна быть отдана нашим друзьям, нашей стране, нашей земле. Если мы этого не сделаем, она будет разрушена. Мы все видим, что происходит. И вот та мощная, сильная, созидательная энергия, которую мы видели в роликах, которую мы слышали в выступлениях присутствующих, я думаю, она послужит мощным толчком для развития и движения каждого из нас. Ведь мы сейчас придем в семьи, мы придем к своим друзьям, мы поделимся, мы расскажем о том, что происходило здесь, о том, что да, не все плохо, не все безнадежно, о том, что появился тут лучик надежды, который на плечах, руками нашими, словами нашими сможет вырасти во что-то мощное, созидательное и настоящее. И я хочу, чтобы именно так и было. Спасибо, друзья. Спасибо большое. Во всей презентации, как мы говорили, определенным первым экономическим богатством, да, любого государства является сам его народ. Вы правильно отметили, конечно, и нашего государства экономическим богатством является народ. Также признаться была хорошая семья, здоровая нация, конечно, здоровая экономика, здоровое государство. Хочу сказать огромное спасибо за все вот эти, скажем, да, слайды, ролики, которые вы показывали. Думаю, что здесь сидящие в зале получили какой-то, может быть, урок, скажем, либо, может быть, какой-то уже открыли для себя какую-то новую дверь. Конечно же, вам хочу всем представителям этой партии АРОЭЛь пожелать удачи. Будьте, конечно же, патриотами, но ваш патриотизм никогда не должен перейти в национализм. Удачи вам. Спасибо. Ар бир саясий партия же болбосо ар бир адам бийликке жеткиси келген адам бийликке жеткенден кийин бир ошо бийликти колдонуп өзгөртүп же болбосо өз кызыкчылыгын гана ойлоп калган адамдар болсо, ушу партияда ошондой адамдар пайда болсо же партия ошондой өзгөрүү болуп кетпейби келечекте да, эгер ошентип бийликке жетип Кудай буюрса жакшы болуп калса, система наказания деген барбы же жокпу да, ошону кандай колго аласыңар? Чоң рахмат. Бизде мындай бир адамдын тегерегинде, биз башта айтып кеткендей, бир адамдын тегерегинде саясат куралы деген ойдон алыспыз. Анткени көрүп атпайсызбы, баарыбыздын эгобуз бар, баарыбыздын нафсибиз бар. Анан бир киши эмес, бул команда менен да. Биз чыгып деле өзүбүз сүйлөп отура элек, ушул биздин мүчөлөрүбүз ар бирөө такша алсын деп, ар бирөө ушинтип өссүн деген үчүн биз ушундай баарына тең бөлүштүрүп берип, анан баардыгыбыз бирдей тең укуктабыз деген билебиз. Бул жерде председатель партия деген жок, төрага деген жок. Бул жерде политсоветтин баягы башында бир адам баары болуш керек деген үчүн эле биз ушундай орунга келип калдык да, то есть ушул должностька. А бирок наказание болуш үчүн политсовет чогулуп эле чечип чыгарып койбосо биз салат деп кие албайбыз да дейм. А так бул жерде политсовет, то есть команда иштеп атат, ошол команданын бир адам өзү эч качан эч нерсе чече албайт. Бул жоон топтун иш аракети.
көп нерсени айтып турат деп мени кызыктырганы ушул болду. Ошентип келип калдым бул жерге. Сиздердин берген маалыматтарыңызга абдан ыраазычылык билдиребиз. Ошо максаттарыңызга жетишиңиздерди каалайбыз жана командаңыздарга, партияңыздарга мындай патриот адамдар жана чынчыл эр жүрөктөр келсиңдер каалап мен айткым келет, мен журналдан келдим, мен да чоң сыяктуу Фейсбуктан карап коноктоп келдим да. Бул партия жаш балдардын көтөрүп жаткан баардык үстүн мен булар үчүн ийгилик каалайм. Мен буларды сенин жүзүндө өз ичинде бар кемчиликтер болсо кечириңиздер. Көрө көсөм болот, үстүндөгү чечем болот, чоккай күлүп дейт да. Мына эмнени каалайт мына эркен мен айта турган кичинекей оюм бар. Обычно баардык партиялар Бишкектен башталып республиканын немелерин жетпей калып ушул жерде үйүп жүрө беришет да. Ошон үчүн Аманкожон айылдан башталат да. Сиздер агитацияңыздар июлга айылдан баштап тарсаңар, анткени айылдан чоңойгон бола баары бир Бишкекке келет да. Вот тоже хотелось бы отметить, что мы вас всех ждем. Ребят, уберите свои стереотипы, уберите все, что вы думаете, как вы думаете. Мы хотим сделать лучше этот мир. Давайте просто сделаем вместе. У нас вот лозунг «Добьемся успеха вместе». Да? Вот так вот. Приходите в новый мир. Вот эти мотивирующие ролики, они достаточно сильно трогают за душу. Все было коротко, сжато и по делу. Это мне очень понравилось. И хотелось бы, чтобы действительно ваша партия она смогла изменить жизнь наших сограждан к лучшему. Потому что действительно самое важное для нашей страны это идеология. Только на идеологии зиждется все остальное. Вот вы говорили, что главное, мы хотим быть развитыми, как Дубай, я видел это видеоролики, хотя на самом деле, если честно, мы должны развивать именно свои истинные ценности. Те ценности, которые важны для людей, это прежде всего нравственность и духовность. Вот эти параметры, если мы будем развивать, то все остальное приложится. Я лично заинтересован, чтобы наша страна изменилась, и действительно его нужно менять. Хотелось бы, конечно, свою лепту тоже в это внести, если это возможно. Вот. Меня больше всего интересует экологический вопрос, потому что в мире сейчас очень много загрязнения, и наше главное богатство – это наша чистота. Соблюдать, конечно, чистоту не только окружающей среды, но главное – внутренний мир человека, чтобы он должен быть чистым, только тогда изменится окружающая среда. Ясно. Страна нуждается в интеллектуальных людях, поэтому мы приглашаем вас в нашу партию. Вы вступите в нашу партию. С удовольствием. Всем спасибо.